12 июня 1990 год. Первый съезд народных депутатов РСФСР, который и принял Декларацию о государственном суверенитете России. Именно в ней было провозглашено главенство Конституции страны и ее законов. Одним из основных моментов в процессе укрепления государственности стало решение переименовать название страны. С того времени Союз Советских Социалистических Республик официально прекратил свое существование, и началась эпоха Российской Федерации. Через год произошли первые, так сказать, демократические выборы и президента России. Тогда, мы помним, победил Борис Николаевич Ельцин 12 июня 1991 года. Именно Ельцин своим указом в 1994 году придал 12 июня государственное значение, а сам праздник принятия декларации для простоты назвали Днем независимости, позже Днем России. Сегодня эта дата является символом укрепления национального единства. Россия является многонациональной страной. Сегодня здесь проживает более 160 народностей, и все они со своей культурой и со своим бытом. Наш регион вошел в состав России еще более 200 лет назад и за все это время ни разу не нарушил клятву верности. Все народы сегодня проживают в мире и созидании. Единство – сила. Вот уже на протяжении скольких лет Россия живет с этим девизом. Нашу республику также можно назвать малой родиной для многих национальностей, которые здесь проживают. На сегодняшний день их 14. Армяне, дагестанцы, украинцы, турки, Ингушетия пестрит этническим многообразием. Марзи Даудова приехала в Ингушетию более 40 лет назад вместе с мужем. Выучила язык, построила дом и так вписалась в местную жизнь, что односельчане давно считают ее землячкой. Сама Марзи с местным гостеприимством, накрывая стол, называет себя настоящей ингушской дагестанкой. Можно сказать, полностью владею, все понимаю. Иногда произношение, мне кажется, может быть, я не так выражусь, может быть, не так скажу, иногда стесняюсь. А на работе девочки говорят: ты же четко говоришь, почему не разговариваешь? Иногда ругаются. С детьми я когда детей лечу, приходят, успокаиваю. И то есть с детьми спокойно общаюсь на ингушском языке. Джема Еремян каждое утро со своей подругой Луизой Нальгиевой пьет армянский кофе, сурдж. Они ходят друг к другу в гости, дружат семьями. Домой Джема ездит не так часто, но когда уезжает, тянет обратно. Когда в гости домой уезжаем, в Армению, мы сами из Еревана, из Армении, там мы не можем. Там, если на месяц поедем, обязательно через 10 дней, даже не это, обратно хотим сюда. Как-то уже все. Это наш дом, это наша вторая родина. Распад СССР и становление Российской Федерации понесли за собой масштабные изменения в политической, экономической и социальной жизни. Новое руководство занялось самыми основными вопросами в создании истории уже новой России. В 1991 году также был установлен флаг страны – российский триколор. Было сформировано и новое правительство. За эти годы произошло, конечно же, очень большие перемены. Произошло много очень значительных событий в жизни страны, начиная с того, что годы, предшествующие провозглашению государственного суверенитета России, это были годы краха огромной империи, и, как правило, такие события влекут за собой очень много негативных вещей для страны и для ее народа. И мы пережили, россияне, эти сложные 90-е годы. Распад СССР, он повлиял на жизнь каждого жителя, как и России тогдашней, так и остальных социалистических республик, которые входили в состав СССР. Да, это было трудное время, но теперь мы об этом вспоминаем как о прошлом, хотя не забываем об этом. Теперь у нас нет каких-либо проблем с задержкой пенсии, каких-либо социальных выплат. Это все осталось в далеком прошлом. Конечно же, это не может не радовать. Это достижение руководства страны нынешнего. В 1990 году принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Было тяжело, но страна справилась. С того времени прошло 27 лет, и сегодня мы живем в великой стране, сильной военной державе. Экономика и социальная жизнь в России тоже на хорошем уровне, и все это заслуги сильного лидера, который мудро руководит страной. Каждый патриот своей страны должен принести присягу, соблюдать Конституцию, защищать суверенитет и независимость Российской Федерации.
Идир Манкива, Зарема Евлоева, Фериде Мержоева, Хаваш Гойгов. Новости 24.